Сегодня поступила очень тревожная новость о насильственном, возможно, насильственном возвращении таджикского оппозиционера Шарафиддина Гадоева в Душанбе из Европы через Москву в Душанбе 15 февраля. И это очень тревожная новость. Почему? Потому что есть большая серия, большой контекст, много случаев именно таких таинственных, сомнительных возвращений в Таджикистан, где критические голоса, лидеры оппозиции и другие фигуры оказываются при сомнительных обстоятельствах в Таджикистане, иногда под пытками признаются в разных преступлениях и потом на долгие годы получают сроки. В более последние месяцы мы видели другие варианты, где некоторые члены оппозиции, может быть, идут на какие-то сделки или соглашаются о возвращении и, можно сказать, на полусвободе живут, опять-таки при особых договоренностях с властями. Но Гадоев – это человек, который ранее состоял в так называемой группе 24. Насколько нам Human Rights Watch известно, он был заместителем главы, сейчас покойного главы группы 24, Умар Али Куватов, который был убит в Стамбуле в марте 2015 году. Гадоев тоже получил убежище в Европе, он проживал, насколько нам известно, в Нидерландах, и он пользуется женевским беженским статусом. То есть он на данный момент является подданным, можно сказать, беженцем Нидерландов. В ближайшие дни мы думаем, что МИД Нидерландов будет, например, отправлять запрос или вызывать своих контактов из таджикского МИДа, чтобы понять, как их подзащитный оказался в Душанбе. Действительно, есть основания сделать тревожный вывод, потому что Гадоев совершенно недавно делал очень критические заявления о правах человека в Таджикистане. Он критиковал политику правительства. Он принимал участие в мирных демонстрациях. Недавно в Берлине в декабре прошлого года был большой митинг таджикской оппозиции перед посольством Таджикистана в Берлине. Гадоев играл лидирующую роль. Поэтому мы с тревогой, с опасением смотрим на эти события и знаем, что это опять-таки вписывается в более длинный список таких случаев. Максуда Ибрагимова тоже похитили из России, и он получил срок 17 лет лишения свободы. Так что мы будем через все наши каналы дипломатические и через гражданское общество пытаться узнать, как господин Гадоев, в каком состоянии. Призываем власти Таджикистана придерживаться полной прозрачности, давать ему право видеться с адвокатом, давать ему право видеться с близкими, если они еще остались в Таджикистане, и с полной транспарентностью заявить о действительности в этой ситуации, что на самом деле произошло. Здесь тоже и несет ответственность Россия, так как, насколько нам известно, возможное похищение или насильственное возвращение произошло именно через Москву. Поэтому будем делать запросы нашим партнерам в российском гражданском обществе. Поэтому сейчас мы будем следить за этой ситуацией, и мы надеемся, что Душанбе будет подходить к этому вопросу с открытостью и гарантировать безопасность этого человека. Спасибо.